Я на самом деле родился в Магнитогорске, живу в Казани с 2016 года, и вся моя родня, она живет в Казани. В школе то всячески там дразнили, говорили «бабай», и я как-то на это обижался, я тогда не знал, что это слово значит. Татарский язык, почему я не знаю, потому что когда мне было 6 лет, мама у меня с отцом развелась кровным и вышла замуж за русского. А тот меня усыновил, у меня русская фамилия, они по-татарски не говорили. Я из Магнитогорска уехал, жил в разных городах, в Казани, в Татарстан. Мы приехали из Краснодара. В Казани мы уже практически 7 лет живем, и здесь я чувствую действительно вот то, что это свое родное, и мне здесь очень нравится. Мы сейчас здесь рассматриваем покупку себе земли, и дом будем строить, то есть прям татары это очень люди преуспевающие во всем мире. И вообще, как говорят, что Казань это вообще центр вселенной. Плюс это один из самых высокоразвитых регионов в стране. Кем ты хотел стать? Бизнесменом? Все началось с того, что я же вообще в обычной семье родился. То есть у меня мама учительница, папа у меня вот на комбинате слесарем работает. И у нас не было такого какого-то достатка в семье. В школьные годы там и стоянки охранял, и машины мыл, там что только не делал, и листовки разносил. И мне хотелось как-то лучше жить. Большое количество процент успешных людей родились в обычных семьях. То есть это первое, что я нашел. Я прочитал книгу «Бедный папа, богатый папа», посмотрел фильм «Секрет». Это поменяло мое мышление. Я тогда работал грузчиком в продуктовом магазине, подрабатывал еще, учился в институте. И когда я прочитал эту книгу, я понял, что мир устроен совсем иначе, не так, как я думаю, что на самом-то деле все возможности, они есть. Я в тот момент ушел из института на 4 курсе на бюджетке, причем учился. То есть мне хотелось быть как-то успешным человеком, богатым, да. И я понял, что образование, то, которое я получаю, мне не даст этого, гарантию этого. Сначала был грузчиком, потом экспедитором, кто с водителем есть, потом водителем. Я был практически всегда более максимально эффективен по сравнению с другими. То есть, если я работал водителем доставки, я вывозил за день 3 полных машины. Вот мою комплекцию учитывая. Я не крепкий какой-то там, не качок, ничего. Другие водители максимум 2 рейса успевали за день сделать. Я даже бывало и 4 успевал. Почему? Потому что я выстраивал логистику, я заранее договаривался со складом, чтобы мне загружали машину в определенном порядке заказы. Я выстраивал отношения на торговых точках с товароведами, и они меня не проверяли, то есть мы все вопросы быстро решали. Поэтому я успевал огромное количество, так как у меня зарплата была и оклад, и плюс дельная, сколько вы видишь. И никто не мог понять, как это вообще возможно. За зарплатой я приходил со своим блокнотом. То есть я сверял то, что мне показывают в табличке, то есть сколько получений, сколько у меня насчитано по моей математике. Мне никогда не сходило. Мне всегда, доплачивали. Все остальные даже не заморачивались, никто не считал даже свои деньги. И я начал работать менеджером по продажам. У меня тоже были очень хорошие результаты. То есть я в рейтинге всегда был только на 1-м месте. В итоге я ушел в Кока-Колу. Там я проработал 5 лет. Но там нельзя план не делать. Там, если ты план не сделаешь, тебя уволят. Там просто огромная очередь стоит желающих, которые там хотят работать. Приходит приказ о назначении руководителем отдела продаж, и приезжает региональный менеджер. И он мне говорит, слушай, Адель, я знаю, какой ты человек, какой ты ответственный, карьерист и так далее. Я просто хочу тебя, чтобы ты просто понимал. Нас собирали там всех менеджеров, попросили нас уволиться, дать дорогу молодым, чтобы ты понял, что тебя может ждать в будущем. И он говорит, меня увольняют, просто я увольняюсь, то есть, а у него доход там 300 тысяч рублей, на тот момент 15 тысяч средняя зарплата в Магнитогорске была. После этого разговора я очень долго думал, я думаю, мне же хочется роста, и я понимаю, что это же по сути потолок получается некий. Буквально через несколько дней принял решение, написал заявление об уходе, потому что я понял, что все мои усилия, которые я сейчас прилагаю для того, чтобы создать карьерную такую историю, они могут быть прерваны в любой момент. Я пришел на разговор с директором, когда он узнал о моем заявлении. Я говорю, вы же прекрасно понимаете, что вас тоже это ждет. У вас 2 детей, у вас жена. Что вы будете делать, когда это произойдет? Как вы будете смотреть им в глаза? Я говорю, я так не могу. И он мне, разрешил без отработки уволиться. В одной компании, я в Питере работал, там проработал, потом я понял, что мне тоже там не дадут расти дальше. То есть я не люблю потолки. То есть для меня потолок это плохо. И в итоге мы открываем свой первый бизнес в Краснодаре.
Это компания по продаже, по обслуживанию систем водоочистки. Вышли очень быстро на первое место по продажам среди всех филиалов. Вот. Но от нас все время требовали все больше и больше. И я понял, что я так тоже не могу, потому что мне хочется чувствовать, что это мой бизнес, что мне никто не представляет палки в колеса. И стоит вопрос, куда ехать. И вот мы поехали в Казань. Жена у меня на 5-м месяце беременности. Открываю вот здесь автохимчистку. Тут у меня Розалия, моя жена, увидела рекламу фабрики предпринимательства. Это, между прочим, проект, который родился в Казани. Вот, сейчас это федеральный проект. Я пришел учиться, как надо правильно строить бизнес. То преподаватели — это все действующие предприниматели. Я выступал, кстати, защищал свой проект перед президентом Татарстана, вошел там, в топ-5, по-моему, лучших проектов. Вот, и тот наставник, который был со мной, потом пригласил меня стать своим партнером в его бизнесе. И мы с ним запустили вот совместный проект, это IT-компания, которая у нас очень хорошо выстрелила. 89 филиалов в 3 странах у нас было, пока этот бизнес не закрылся. Проект — это конструктор по созданию чат-ботов в WhatsApp. Обалденно крутой инструмент. Когда начались санкции, так как WhatsApp — это Facebook, они закрыли свой программ. Мы же работали через API-коды, API-ключи, они просто закрыли, и все. И наша система просто в один день перестала работать. Однажды, когда у нас еще не был запрещен в России Инстаграм, я листаю, и причем она там в другой компании зарабатывала чуть ли не 2 миллиона рублей в месяц, и я смотрю, она уходит в эту. Как бы просто так бы она не ушла. И вот когда у нас закрылась компания, IT-компания, да, вот этот момент, я вспомнил, когда мне было 20 лет, я ставил себе цели, и я думал, что я через 10 лет стану миллионером. Ну, как бы я такой амбициозный, думаю, 10 лет это же много. И я понимаю, что мне уже 30 с лишним. А ты еще не миллионер. И я сам себе вопрос говорю, ну ты же даже близко еще не миллионер даже. Были моменты, мы в IT-компании, конечно, зарабатывали даже больше миллиона в месяц, но это было там несколько раз. Я считаю, что успех — это не то, когда ты там на вершину горы забрался, а то, насколько ты долго там можешь удержаться. Кто те люди, которые успешны на протяжении длительного времени? И знаешь что? Куда меня это все вывело? В сетевой бизнес. Историю сетевого бизнеса изучил. В итоге схожусь к тому, что продукт, который мы едим, действительно очень конкурентоспособный с точки зрения ведения бизнеса. Но вопросов много. Когда еще бизнес-то основной закрылся, там же еще в минус 3 с лишним миллиона мы ушли. Там же как бы не закроешься просто так, дверь на калитку закрыл, там, ну извините. Там надо сервера оплачивать, техподдержки зарплату надо выплачивать, программистам зарплату надо, то есть, оно же так не бывает, вот просто взял и закрылся просто в том бизнесе. Поехали на производство. Задали все свои вопросы. Так нам очень сильно посчастливилось, что там был сам собственник компании, сам был главный технолог. И понял, что буду этим заниматься. И как вы отдали 3 миллиона? Вот недавно только. Можешь поздравить, вот буквально я все свои долги и по налогам, и по везде всем буквально вот 3 или 4 дня, 5 дней назад все закрыл. Благодаря тому, что вот мы здесь зарабатываем. Но у меня, конечно, цель стать миллиардером. Но я понимаю, что в сетевом бизнесе нет ни одного миллиардера. Сейчас вот мы, по сути, примерно 2 года. Да? И наш доход составляет в среднем 300-400 тысяч рублей в месяц. На данный момент тут 5000, там чуть больше 5300 человек за 2 года. Это целая вселенная сетевой бизнес, потому что это отношения с людьми, и здесь есть свои правила. То есть у меня одна из планов есть, я хочу выучить, во-первых, татарский язык. Вот. Я знаю, что даже вроде как в Казани есть бесплатный курс татарского от государства предоставляет. Потому что это мой родной язык. Вот. И так как я планирую здесь жить, я хочу его знать.